Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вечерние новости. В студии Меньжабону и Акбарали. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Токаеву, в котором говорится: «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, выражаю вам и народу Казахстана наши глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий последних дней в ряде регионов страны. Таджикский народ скорбит вместе с братским народом Казахстана. Прошу передать наши слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления». 10 января основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которое прошло в виртуальном формате. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которое прошло в виртуальном формате. Заседание проходило под председательством премьер-министра Республики Армения, председателя Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности Никола Пашиняна. Как было отмечено, 10 января в Республике Казахстан объявлен общенациональным днем траура. В память о жертвах беспорядков участники начали заседание с минуты молчания. В работе заседания приняли участие президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Кыргызской Республики Акилбек Жапаров и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Участники заседания обсудили вопрос о ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее стабилизации. Члены Совета коллективной безопасности обменялись мнениями о ситуации в Республике Казахстан и о ее влиянии на безопасность государств-членов ОДКБ, выразили обеспокоенность сложившейся сложной ситуацией в Казахстане. В ходе заседания выступил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, который представил подробную информацию о ситуации в Казахстане и о мерах по ее нормализации. С докладом о выполнении решения Совета коллективной безопасности в части, касающейся оказания помощи Республике Казахстан, выступил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В своем выступлении президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан поддерживает принимаемые руководством Казахстана меры по нормализации обстановки и наведению порядка в республике. Глава государства обратил внимание членов Совета на наличие в государствах-членах ОДКБ спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и радикализма, а также на их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан. В этом контексте президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил за усиление совместной комплексной работы компетентных органов государств-членов ОДКБ по противодействию этим вызовам и угрозам. Президент Таджикистана также высказал ряд инициатив, в частности, о необходимости разработки системы защиты информационного пространства. Главы государств-членов ОДКБ подчеркнули важность восстановления безопасности и стабильности в Казахстане. В ходе заседания участники внесли ряд предложений по обеспечению безопасности в Республике Казахстан и предотвращению ее влияния на безопасность государств-членов. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту страны отметил, что для эффективного использования воды и земли, защиты продовольственной безопасности страны за годы независимости в сфере сельского хозяйства были проведены коренные реформы. А пользование землей было возложено на ее истинного хозяина – дехканина, что считается одним из важнейших достижений периода независимости. За годы независимости в стране обеспечено увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и доведено с 11 миллиардов самани в 1992 году до 40 миллиардов самани в 2021 году, что почти в 4 раза больше.
За годы независимости в стране обеспечено увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и доведено с 11 миллиардов самани в 1992 году до 40 миллиардов самани в 2021 году, что почти в 4 раза больше. В этот период в стране были орошены 54 гектара новых земель, и наряду с этим ежегодно на площади около 200 тысяч гектаров осуществляется повторный сев культур. Следует отметить, что в настоящее время более 90% производства сельскохозяйственной продукции приходится на частный сектор. Благодаря самоотверженному труду земледельцев обеспечивается изобилие на продовольственном рынке. В период независимости, наряду с осуществлением реформы сферы сельского хозяйства, правительство страны для поддержки и развития различных секторов сферы приняло и реализовало ряд программ. Для развития сферы в этот период за счет всех источников государственного финансирования было направлено более 18 миллиардов самани, в том числе 9,4 миллиардов самани в рамках реализации 29 государственных инвестиционных проектов. Вдобавок к этому для сферы определено множество налоговых и таможенных льгот, благодаря чему во всех секторах сферы достигнуты заметные результаты. Например, в течение 20 лет количество птицеводческих предприятий с 21 было доведено до 200, и производство птичьего мяса увеличилось в 9 раз. Импорт птичьего мяса с 65 тысяч тонн на сумму 50 миллионов долларов США в 2014 году снизился до 3 тысяч тонн на сумму 9 миллионов долларов США в 2021 году, то есть по объему более чем в 21 раз. Наряду с этим, благодаря государственной поддержке и предоставленным льготам, успешно стали развиваться сферы садоводства и виноградарства, животноводства и птицеводства, рыбоводства и пчеловодства. В результате осуществления программ развития сферы в период независимости площади садов и виноградников в стране увеличились в 3,6 раза, а производство фруктов и винограда в 4,3 раза. Если общая площадь садов и виноградников в 1991 году составляла 56 тысяч гектаров, то в 2021 году этот показатель был доведен до 202 тысяч гектаров. В результате осуществления отраслевых программ и предоставления льгот правительством страны эти сферы получили заметное развитие, благодаря чему в сельскохозяйственной сфере были созданы 700 тысяч новых рабочих мест. Наряду с этим, с целью поддержки в условиях изменения климата и стихийных бедствий, в особенности засухи и наводнений, распространения инфекционного заболевания COVID-19 в последние 2 года и для предотвращения их отрицательного влияния, земледельцы страны в 2021 году были освобождены от выплаты налога от производителей сельскохозяйственной продукции, то есть от единого налога. Это начинание дало возможность увеличить производство сельскохозяйственной продукции в текущем году на 6% по сравнению с предыдущим годом. В результате было обеспечено изобилие товаров первой необходимости на продовольственном рынке страны. Для периода независимости потребность населения на мясо и картофель в основном обеспечивалась за счет импорта. И если в 1991 году в Таджикистан с потребительской целью было импортировано 150 тысяч тонн мяса и 325 тысяч тонн картофеля, то в настоящее время с этой целью в страну вообще не импортируется мясо и картофель. Наряду с этим в 2021 году экспортировано более 200 тысяч тонн фруктов и овощей, что на 70 тысяч тонн больше по сравнению с 2020 годом. В последние годы, в особенности в 2 последних года, в нашей стране и многих странах мира продолжается засуха и маловодье. В соответствии с данными средств массовой информации и Организации Объединенных Наций, в настоящее время в десятках стран планеты наблюдается голод. В таких условиях мы должны очень серьезно относиться к использованию имеющихся ресурсов и возможностей, прежде всего земли и воды, регулярному увеличению объема производства пищевых продуктов и наряду с этим вопросу экономии и бережливости. Соответствующим структурам и органам необходимо полностью реализовать отраслевые стратегии и программы и принять своевременные меры для развития семеноводства, улучшения урожайности сельскохозяйственных культур, умножения объема производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличения экспортного потенциала страны. Это были главные новости к этому часу. Всего доброго!